Мы в Абхазии. Новый день начался с визита на Сухумский рынок с целью покупки мяса для приготовления шашлыка. Думаю, некоторым нашим зрителям будет полезно знать, что если вы заезжаете со стороны улицы Гулия, то у вас есть наибольшая вероятность удачно и бесплатно припарковаться поближе к рынку, а и то прямо внутри самого рынка. Чтобы показать разницу между двумя комплексами термальных источников, сегодня мы отправляемся на источники под номером 2. Доброе утро, друзья. Мы снова на горячих источниках, только теперь на дальних горячих источниках, на дальнем кордоне. Почему? Потому что решили в этом отпуске получить от полезных источников и полезных для здоровья мест по максимуму. Ну и опять мы сегодня проложили маршрут только уже в направлении, опять же, восточную часть, но позже мы поедем в сторону Кадорского ущелья. Ну и не понравилось нам вчера на тех источниках, если честно, и мы решили вспомнить, как хорошо на источниках, которые чуть-чуть подальше. Вот, поэтому сейчас будем купаться, наслаждаться красотами и спокойствием на этих источниках. И теплой водичкой, конечно. Термальный комплекс Новый Кындык был возведен в 2012 году, однако мы о нем узнали лишь в 2022 году и с тех пор регулярно посещаем. Бассейны здесь намного больше, народу в разы меньше. И вот такого кайфа, как падающая вода прямо сверху, такого там нету, друзья. Приезжайте в эти источники, вы не пожалеете. Это, кстати говоря, самый горячий бассейн. Он правда горячий, как ванна. Ой, тетенька. Первое очевидное преимущество новых термальных источников – это бесплатная парковка. Стоимость посещения такая же, как и в первых источниках – 300 рублей. Однако пугающих красных табличек с запретами здесь намного меньше. И в целом обстановка намного комфортнее. Возможно, к одному из минусов можно отнести небольшое количество магазинов и кафе, но лично нам это не доставляло неудобств, так как мы планировали пообедать в другом месте. Еще одна процедура, пользующаяся популярностью – гидромассажный душ, из желобов которого падают мощные струи термальной воды. В старом комплексе они находятся на 10-метровой высоте, и под ними стоят деревянные шезлонги. А вот в новых источниках под гидромассажным душем можно находиться, прямо не выходя из бассейна. Из новшеств этого комплекса – это наличие крыши над самым горячим бассейном, которая защитит вас от палящего солнца. Температура воды, поступающей по желобам, достигает терпимых 50 градусов, а в самих бассейнах температура около 40. Конечно же, нельзя обойти мимо процедуры по натиранию частей тела лечебной грязью и наслаждения гидромассажем. После
После лечебного купания в термальных источниках было выделено время для приготовления мяса. Мясо было замороженным, и нарезать его в полевых условиях было тем еще испытанием. Вот так на коленке. Как дела? Хорошо. Можно смотреть вечно на то, как режут мясо. Да. А вот нянечки. Что ты научилась делать? Ты научилась вставать на коляске, да? Угу. Далее мы отправились в излюбленное нами за много лет место, где можно сытно и вкусно пообедать. Рыбная ферма находится в селе Дранда, на зеленой лужайке, где вырыто нескольких больших искусственных озер, в которых резвится форель. Рыба ходит крупными косяками, а их серебряные спинки можно разглядеть через воду. В этот раз возможность самостоятельной ловли рыбы мы предоставили самому опытному из нашей компании рыбаку, и результат не заставил нас долго ждать. 2 рыбы примерно по 1,5 килограмма были пойманы. Ферма-ресторан окружена шикарной бамбуковой рощей. Мощные зеленые стебли взмывают ввысь, а сквозь них, причудливо мигая, светит солнце. Пока готовился наш обед, мы гуляли по территории, а кто-то уже начал осознавать неизбежность окончания этого отпуска. Посреди рощи расставлены столики, и расположиться можно прямо посреди бамбука. Однако в этот раз посреди бамбукового леса расположиться нам не удалось ввиду большого количества посетителей и громко орущей колонки одной из компаний. Наш сытный обед состоял из стандартного набора: жареная форель, хачапур, овощной салат, компот из фейхоа, маринованных овощей. Хорошо проведя время и вкусно покушав на форелевом хозяйстве, мы отправились на следующую локацию. Друзья, мы доехали до Мархиульского источника, он находится прямо за мной. И, кстати, для справки, в прошлом ролике я об этом говорил, в прошлом ролике про НЗ, про дорогу Уфа-Белорецк. Это начало военно-сухумской дороги, одной из самых красивых дорог. Мы сейчас попробуем проехаться немножко по этой дороге в сторону Шикуранского каньона, в сторону Кадорского ущелья. Сколько мы сможем проехать на Дельке, я не знаю, поэтому докуда едем, до туда доедем и будем делать там пикничок. Этот коньячок вкусно очень. В общем, будем отдыхать на берегу реки Мачара. Я давно мечтал устроить самостоятельный пикник на берегу речки. Может, даже искупаться получится в Мачарке. Посмотрим, смотря какая будет вода. Река вообще высохла. В том году мы смотрели тоже, она была очень высохшая. Но, тем не менее, это нисколько не мешает этому месту быть красивым. Дегустационный зал возле Мархиульского источника стал уже как родной. Именно здесь мы для себя открыли проверенные и качественные домашние напитки. В ассортименте дегустационного зала есть вина различных сортов на любой вкус и цвет, таких как Изабелла, букет Кинзмараули, букет из Хванчкары, букет из Саперави. Конечно же, для сильных духом предоставляется дегустация как классической чачи, так и чача, настойная на коре дуба, на перегородках грецкого ореха и настойка на мяте. Ну а я, как ценитель безалкогольных напитков, наслаждался терпким вкусом гранатового сока. А также для любителей классики в ассортименте есть коньяки с ароматами миндаля, барбариса и шоколада. Нашего друга Артура на месте не было, но даже созвониться с ним по видеосвязи было приятным сюрпризом. Вот, как дела? Предупреждение приехали. Ну, так вот, по пути ехали, решили заскочить. Сюрприз хотели. Как всегда, ты же нас знаешь, да? И что как ваши дела? Все хорошо, мы уже через 3 дня домой. 10 дней, как обычно. Нормально, нормально. Перед нами Мархиульский минеральный источник. Над ним установлен арочный навес со скамейками для отдыха. Вода родника обладает рядом полезных свойств и помогает выводить камни из почек. В летний сезон сюда обязательно заезжают экскурсии, направляющиеся в Кадорское ущелье, куда мы сейчас и направляемся.
Мы двигаемся по дороге времен царской России, которая была построена более 100 лет назад. Также в советские времена по этой дороге проходился союзный туристический маршрут номер 43, продолжительность которого составляла 20 дней. Военно-Сухумская дорога – это самый короткий путь от Черного моря на Северный Кавказ. Трасса длиной 337 километров начинается в городе Черкесск, тот, что на территории России. Далее проходит через главный Кавказский хребет и заканчивается в городе Сухум. Через несколько километров комфортный современный асфальт сменяется на фрагменты асфальта, которые клали еще здесь пленные немцы. С большой скоростью здесь двигаться уже не получится, но зато появляется возможность любоваться окружающими природными красотами. Наконец, спустя примерно 40 минут болтанки, нам показались знакомые виды. Да, вот он. Перед нами поляна с видом на то самое заветное Кадорское ущелье. Друзья, посмотрите, где мы находимся. Мы сами сюда забрались на нашей делике. Да простят меня Дива авто. Ребята, она проехала нормально, мы нигде даже ничем не шоркнули абсолютно. Я ехал очень аккуратно. И где-то даже посередине, вот где вот как раз мы снимали там такой поворот, пришлось включить полный привод, потому что я понял, что она уже начинает у нас потихоньку пробуксовывать. А здесь у нас кадорская движуха, как всегда. Мы тоже как-то, я помню, участвовали в таком движе, орет музыка, там чача, вино, там все, короче. Здесь у нас 3 ущелья. И, по-моему, как раз, ё-моё, короче, из меня плохой гид. Какое-то из них Кадорское, и это как раз-таки является старая военно-сухумская дорога, которая выводит прямо границы с Россией. То есть отсюда до границы с Россией буквально считанные километры. Вот, мы сейчас сделаем себе здесь пикничок, отдохнем немножко, насладимся шикарнейшими видами на закате и потом поедем в сторону дома, в сторону гостиницы. Места потрясающие. Это знаменитая смотровая площадка, промежуточная остановка в сторону Кадорского ущелья, находящаяся на высоте примерно 440 метров над уровнем моря. Если взлететь на коптере на высоту даже примерно 50 метров, то нашему взору открываются завораживающие долины таких горных рек, как Амткел, Джампал и, конечно же, реки Кадор. Кстати, на местном телеканале Абаза ТВ я увидел интересные документальные фильмы о реках Абхазии, и также очень рекомендую их посмотреть.
Однако полноценно полюбоваться этой невероятной красотой и насладиться тишиной можно лишь тогда, когда поляна полностью опустеет от веселящихся туристов. И происходит это практически на закате, и именно в этот момент чувствуешь полную синхронизацию и уединение с природой. Лишь только редкий звук горного ветра, колокольчиков, пасущихся на лужайке коров и восторженные крики туристов где-то уже вдалеке от поляны. Ну вот наш пикничок. Такой получился, да? О, опа-на, махонькой. Сейчас будем снимать пробу. Значит, на 5 долларов. Ну-ка. Сладкий. Хороший. Что смотришь, хрен давай. Уехал весь этот туристический, кипиш этот просто. 5 УАЗиков, вы видели с коптера. Ой, такая тишина настала. Коровы ходят, позванивают вот этими колокольчиками. Тишина, спокойствие, закат. На фоне меня потрясающие виды. Но время ровно 6, и нам пора отправляться в город Сухум, потому что ехать по этой дороге еще час точно я буду, потому что дорога вообще капец какая убитая, и ехать надо по ней максимально аккуратно. Наслаждайтесь вместе со мной, вместе с нами этими потрясающими видами. Само Кадорское ущелье находится на высоте примерно 1300 метров над уровнем моря и приблизительно в 30 километрах от города Сухум. Кадорское ущелье – уникальная природная достопримечательность Абхазии, которая считается самой красивой речной долиной в регионе. И покидать это место нам всем было действительно очень грустно, так как мы понимали, что снова окажемся здесь теперь не скоро. Тебе понравилось? Я в восторге, если честно. Мне очень тяжело сейчас уезжать. Как и предполагалось, дорога в сторону города Сухум была нелегкой, учитывая качество дороги, освещение праворукой Делики и изредка встречающиеся на достаточно узком пути грузовики и лесовозы. И как же было приятно после такого развлечения оказаться на освещенных улицах города Сухум. Как мы заехали, не знаю. Ты меня снимаешь? Ты меня снимаешь? Нет. Да. Доброе утро, друзья. У нас сегодня 19 сентября, время 10:13. У нас сегодня заключительный день аренды вот этого потрясающего, громкого, рычащего автомобиля Mitsubishi Delica с 3-литровым мотором V6 и полным приводом, с понижайками, со всеми приколюхами. И сегодня заключительный наш день наших покатушек. Мы решили после всех вот этих вот диких путешествий, лазаний по горам, мы решили немножко расслабиться и съездить просто в сторону Эшеры.
в сторону военного санатория. Мы эти места не видели уже пару лет. Надо опять, скажем так, отметиться там, посмотреть, как там поменялось ли, что-нибудь изменилось. Ну и по традиции у нас запланирована сегодня встреча с Серегой Сухумским. Так что... еще, кстати, смотровая в Сухуми, потому что мы ее давно хотели посетить, и, наверное, это будет вечером очень красиво, уже когда будут огни города. Ну, в общем, надеюсь, у нас все это сегодня получится, то, что мы запланировали, и это все будет красиво и очень интересно. Поехали! Друзья, первая остановочка у нас. Не пугайтесь, нет, это не все будет у нас сегодня так выглядеть. Мы сегодня, я же уже сказал, куда мы едем, но по пути тут есть довольно интересные места. Здесь раньше был какой-то пансионат, но сейчас здесь полностью частная территория, тут живут. Очень тихие места. Мы здесь ходили пешком, приходили со стороны моря лет 5 назад. И здесь есть интересное место, там сады, лаймы, мандарины, много всего. И вот мы хотим здесь немножко прогуляться, может быть, даже пособирать немного лаймов. А мы идем собирать лаймы. Пойдем покажу. Лайм обладает витамином С, витамином В, витамином А, калием, кальцием, фосфором, железом, тиамином, пектином. Лайм рекомендуется для профилактики заболеваний сердца и сосудов, но мы не совсем уверены, что это лаймы. Нашему взору открываются эшерские дороги, постоянно петляющие между небольших холмов. А если руководствоваться еще и картами, то оказывается мы движемся по Бзыбскому шоссе. Если долго и уверенно по ней двигаться, то рано или поздно можно выехать на федеральную трассу. А наша цель – это пляж бывшего военного санатория Министерства обороны. Так, друзья, мы пришли на пляж. О, господи, что тут происходит? Тут вообще все сломато. Сломато настолько сильно, что... Вот эта штука, друзья, видите, да, вдалеке. Сейчас я приближу. Буквально 2 года назад я снимал видео с коптера, как ребята с нее прыгали. Как раз вот мы делали первый наш такой успешный, скажем так, проект. А теперь она сломалась. Видимо, штормом бетон повредила, и конструкция рухнула под своим весом. Играет музыка. Откуда-то не пойму. Пляж стал очень популярным, судя по всему. Ладно, пойдем место искать себе. Что касается пляжа, на мой взгляд, этот пляж один из самых комфортных, который расположен недалеко от города Сухум. Здесь имеются остатки былой роскоши – волнорезы, и вполне комфортный по мелкой гальке заход в море. А для любителей морепродуктов есть возможность набрать даже пару пакетов мидий, но, разумеется, при спокойном море, какого в этот раз нам не предоставилось наблюдать. Вообще, комплекс представлял собой множество построек, созданных для комфортного отдыха и восстановления здоровья людей. Здесь несколько спальных корпусов, пансионат, 2 лечебных корпуса, летний кинотеатр, бассейн, тренажерные залы, здание столовой, летний кафе, лодочная станция, которую мы видели, а также красивые аллеи. Сейчас, конечно же, от всего этого практически ничего не осталось.
Мы находимся на территории бывшего военного санатория Эшера. На первой береговой линии находится самое замечаемое здание, которое среди местных называют «Титаник». Такое название закрепилось за зданием, так как присутствует некоторое сходство полукруглых балконов корпуса с носовой частью корабля, а этажи с наружными лестниками-переходами и большое количество массивных металлических ограждений напоминают палубы. В 1992 году санаторий Эшера, как и олимпийская база, оказался на передовой линии фронта грузино-абхазского конфликта. И то, что мы сейчас видим, это результат военных действий и постепенного растаскивания зданий в течение последних 30 лет. Если вы окажетесь на территории военного санатория, то первым объектом на вашем сталкерском пути будет здание с надписью «Театр». Еще каких-то 15 лет назад здесь можно было разглядеть остатки сидений, а на сегодняшний день здесь совершенно ничего не осталось, разве что редкие артефакты, символизирующие советское ламповое время. Это место мы впервые посетили в 2018 году, и за все это время мы были здесь несколько раз. И самым запоминающимся для нас стал спальный корпус санатория, с крыши которого открываются потрясающий вид на море и линию горизонта. Друзья, день такой суетной, туда-сюда, рынок, столько всего. И теперь, наконец-то, мы доехали до Сереги Сухумского. Пойдемте звонить ему в звонок. Этот у нас звонилка. Бжуйское шоссе. О, камера поворачивается на меня. И кто там? Это я. Заезжаю. Каштаг. Я здесь первый раз, друзья, еду. Пешком до этого. Всегда пешком заходили, да. А я прямо здесь встану, наверное, вот так вот. Надеюсь, Сережа меня поймет. Зато тенечек. Это кто у нас? Рыжая морда. Привет, рыжая морда. Вот мы приехали, друзья. А где Сережа? Наверное, готовит сюрприз какой-то. Это гримерка у тебя на колесах? Я на колесах. На абхазских колесах, как всегда. Еще надо писать? Ну, привет! Серега. Как привет, дорогой. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Знакомьтесь, это моя родная сестра Аня. Похоже. Здравствуйте. Это мои племянницы Вера и Таечка. Вау! Ну какая
Класс. А это моя обновка небольшая, да. DJI Osmo Pocket. Аляс такую купил. Вот я ему пишу в комментариях: Аляс, ты меня же смотришь, наверное, будешь смотреть? Естественно. Я его спрашиваю: ну а что снимаешь? Хорошая картинка у тебя очень такой. Спасибо, и все. Ответ: да что снимает? Он не знает. Это у тебя личный оператор? Да, наняты все лица задействованы, да. То есть я стараюсь руки освобождать, потому что... Слушай, хорошо тебе. А я, только-то, если в зуб буду брать камеру. У нас сегодня 4-й день аренды машины, и мы решили просто полностью выжить. Да. Мы первый день поехали опять в Мюсеру, там были волны, покупаться не получилось. Потом заезжали в Новый Афон. На следующий день мы поехали в Акармару. Поснимал я водопады. У меня сейчас вот еще одна обновка. Ну, в общем, мы, да, ну это вот это тоже для съемок прикупил все. То есть Акармару облазили, мы приехали вообще, нас потеряли там, приехали поздно. Вчера мы ездили Кадорское ущелье, мы приехали, и буквально вот 20 минут мы успели почикать арбуз, и солнце, короче, село. Я такой: блин, мы сейчас в темноте поедем, ребят. А он же правый руль, фары влево светит, и ничего не видно толком. В общем, мы ехали еще 1,5 или там чуть ли не 2 часа до дома. Да еще коровы там прячутся. Да, там на дороге. Много. Weekend, как ты говоришь? Weekend band. Weekend band. Да, кстати, это тестовое, ну, скажем, будем называть это мерч. Сейчас же это трендовое слово. Мерч, типа... Я еще не дошел. Я еще такие не выучил. Брендированная вещь. Да, то, что у нас же группа, все знают про нашу группу, и вот мы решили, что когда-то мы дорастем до такого уровня, когда нас будут просить, типа: мы хотим футболку с надписью вашей группы, там... И ты так, трусы. Скажи мне, будет ли новая песня? Да. Абхазия. Рока пока в ней, короче, гитар вообще, в принципе, нет. Я могу побренчать там под эту песню. Я перед тем, как готовить песню, очень много вариантов перебрал в музыкальном плане. Получился даже какой-то панк-рок в какой-то момент. Потом я ее сам еще послушал, набросок такой, вообще просто чисто акустика на диктофоне. Мне что-то не зашло. И в какой-то момент, просто слушая где-то в машине или на радио, там, чиллаут, который я слушаю, трек один всплыл, и вот недавно что-то послушал, и мне так щелкнуло в голове: я хочу сделать музыку под эту мелодию. Я прям взял практически оригинал, запичил его вниз, замедлил, сделал нужной скоростью, и если вдруг кто не знал, я 20 с лишним лет назад читал рэп. И здесь я решил, что песня будет скорее больше в стиле такого легкого, наверное, рэпом. Мне даже самому лично, когда я в диктофон записал тестовый там под минус, мне напомнил это «Каспийский груз». И, в общем, я ее так тестово записал, там много слов, возможно, что-то будет перекладываться. Но, если кратко, то песня есть. Привет, Ань. Обниматься будем? Да. Ты смотри, даже собака не гавкнула. Ну, в общем, вот, да, песня будет, клип тоже будет, но все знают, что я очень медленно все делаю. Ну, основательно. У тебя, на самом деле, оба клипа, которые ты изваял, ну, я имею в виду именно про Абхазию, они, конечно, обалденные. Сам редко их смотрю у себя на канале, я сейчас свой канал редко сам смотрю. Но когда в твоих роликах я так внезапно, рандомно... И такой, типа: блин, это же я. Прикольно, да. Не, на самом деле классно. Действительно, вот мне тоже кажется, что когда вот где-то выплывает твое, это гораздо интереснее, чем когда ты у себя это посмотрел. Также нас, когда по телеку показывают, 22-й год, когда мы первый раз сюда приехали, мне иногда фотки скидывают друзья, типа: о, вас опять по телеку показывают. И вот эти видео оттуда, они тоже немножко по-другому смотрятся, как приятная мелочь. Когда ты песню-то сделаешь все-таки? А то телезрители же будут меня теперь доставать. Приеду в такой, в общем, разложу весь материал по жесткому диску. Наверное, это будет где-то параллельно с монтажом роликов с этого года отсюда. Это где-то, месяца на 2 точно растянется. В клипе, скорее всего, будет много нарезки именно из... Мне нужно посмотреть. Да, мне нужно отсмотреть сырье. Я в 22-м году 300 гигабайт привез видео. В прошлом году не помню уже сколько. Просто я знаю, если я в Абхазию поеду, минимум 300 гигов видео привезу. А это все надо рассортировать по времени. Поэтому это очень большая работа. Прежде чем вообще начать монтаж ролика, нужно его просто
просто разложить, скажем, в монтажной программе. И тогда вот я только пойму, какие мне оттуда кадры могут потенциально пригодиться для клипа, потому что для клипа есть отдельные подсъемы, но из них ничего не соберешь. Нужна динамика в клипе. Ну, будем ждать, мы будем ждать с нетерпением. Подарок на Новый год, наверное, будет. Вот, слушай, на Новый год было бы неплохо. Держи. Будем стараться. Песню будешь тоже также записывать своей группой, да? Да, скорее всего. Ну, мы соберемся, посовещаем. Мы ребят сначала захейтят, скажут, ты что музыку спер, сволочь? Может быть, все-таки напряжешься? Скорее всего, я ее возьму за основу, и когда начну писать аранжировку, уже там гитары какие-то добавлять, синты, она уйдет на задний план, основная мелодия. Либо я ее попробую разложить. Сейчас есть программы нейросети, там можно разложить отдельно вокал. Ну, он там как-то коряво выдергивает, но можно разложить ударные, бас, синты и вокал на 4 дорожки и применять, в принципе, только то, что нужно. То есть я иногда пользуюсь, когда мне нужны подложки для песни, для какой-нибудь. Я оттуда удаляю вокал, меняю немножко питч, чтобы мне удобнее было петь, и добавляю барабаны, допустим, свои сверху. Слушай, как все теперь это... Возможно, в этой песне, в этом треке я также сделаю. Просто заберу то, что мне нравится из этого музыкального ряда. И дальше уже поверх буду накладывать это. Понимаешь? Ты гитару взял? Да, она у нас с собой. Причем она не просто гитара, гитара та же, как в том году, но я ее... Звукосниматель поставил. Короче, поставил звукосниматель, вибродинамик. В общем, пойдемте смотреть, друзья. Так, надеюсь, у меня тут ничего не пострадало за время перемещения. Гитара та же. Короче, краткий обзор. О, блин, динамик опять отвалился. Ну ладно, это нормально. Сейчас мы его присобачим. вернем на базу. Нейлоновые струны. А струны те же, да? Ой, тут скотч отвалился. Ну ладно. Так, короче, мы сейчас приготовимся, вот, и послушаем. Ну что, теперь песня? Стабилизатор. Песни даже названия еще нет. Может, просто по первым словам назову как-то. волшебных закатом встретит нас. И постараемся запомнить это мгновение. Это волшебная мелодия, море прикосновения. Давай отправимся на море прямо сейчас. Встретим этот волшебный закатом встретит нас. И постараемся запомнить это мгновение. Это волшебная мелодия, море прикосновения. Момент долгожданный, теплый свет маяка. Я обнимаю тебя и дочку на берегу черного моря. Смотрю на манящую водную гладь в море. Мир загадочный, на берегу тебя к себе прижать. И больше ничего не хочется, но с тобой тянет магнитом. Ведь тут виды классные, свет фонарей вдалеке. И вкалипты, солнце, горы кавказские. В тебе загадочно звонит тихая нежность, легкая грусть. Греет душу мою любовь, спокойствие, расслабленность. Давай отправимся на море прямо сейчас. Встретим этот волшебный закат, а он встретит нас. И постараемся запомнить это мгновение. Это волшебная мелодия, море прикосновения. Давай отправимся на море прямо сейчас. Встретим этот волшебный закат, а он встретит нас. И постараемся запомнить это мгновение. Это волшебная мелодия, море прикосновения.
вообще. Классно. Ты знаешь, вот смешение стилей, переход с одного в другое, у тебя вот интересно, 4-я песня будет про что? Я уже с нетерпением жду 25-й год. Не, молодец. Классно. Мне очень понравилось. Как, девочки, вам? Там часть моих слов. Да, кстати, Да. основа... То есть совместное творчество у вас, да? Я же двоечник. Я до последнего протянул. Прям вот, Катя, пиши песню пиши. А я работаю, я в ролике это обязательно в своем добавлю. Я последние несколько там недель перед отпуском я работал как вентилятор без одной лопасти. Короче, мне вот так вот колбасило, вот так вот. И мне вообще, я не могу, просто думаю, когда я уеду отсюда. Да, просто хочется отдохнуть, Да, тем более перед самым отпуском. И я не мог выделить реально времени из-за того, что у меня еще там монтаж ролика был, вот НЗР я выкладывал буквально. Я его публикацию поставил, когда мы летели в самолете, короче. Мы сидели в самолете, и он публиковался. И на песню вообще только просто не было времени. И вот Катя набросала основу. Молодец! То есть первые 8 строк, первый куплет, это практически все Катины слова. Единственное, только там чуть-чуть добавлял, двигал местами и менял сами слова, чтобы они в рифму были. Молодцы, у вас семейный подряд, можно сказать. Ну тут уже, да, тут сейчас прям... Попёрло и попёрло. Тоже свой куплет добавил. Вообще, что мне интересно, смотрел вот клип еще, где вы снимали в Москве, да? Да. Тоже интересно. В общем, когда наша группа зарождалась, только это там какой-то 19-20 год примерно, вот мы с ней, Юлией Орловой, мы были зачинщиками, кто придумал вообще вот эту группу Weekends Band. Мы с этой песней M&M 3D, мы даже на одном корпоративе играли ее вживую. Ну, то есть я играл на гитаре, у нас была минусовка, и мы с ней вдвоем ее пели. Это было вот как раз тогда, и был какой-то 19-й год, наверное. Она говорит, давай какой-нибудь клип, может, снимем, что-нибудь. И вот у меня выдалась командировка в Москве, я ездил на Мир климата, и, в общем, мы с ней там за день придумали вот это вот, там, образы вот эти, типа, в зимних комбезах. Мы снимали все на коленке. Но что самое интересное, получилось? Получилось вроде здорово, Классно, да. классно. Я долго над ним пыхтел, ну вот примерно вот с того времени я и начал его делать, где-то с марта, наверное. И я уже понял, что ну все, тут я уже ничего практически не поменяю, лучше я его не сделаю, я выложу его как есть. Да, меня хейтили этот клип. Мне в принципе по барабану, сколько людей, столько и мнений, поэтому кому не нравится, пусть смотрят. Мы не доллары, чтобы нравиться других клипов. Тем более сейчас все на юани переходят. Я для себя, можно сказать, это сделал, ну и чтобы поставить галочку в том, что да, у меня есть клип, снятый в Москве, да, там дофига снято на студии на нашем телеканале. Как сейчас вы регулярно вообще собираетесь? Мы репаем примерно, ну, в лучшем случае раз в неделю. Если у нас какое-то выступление планируется, то мы прям напрягаемся и по 2 раза в неделю. Часто выступаете? Нет. Почему? Да, как какие-то мероприятия? Последнее выступление у нас было такое частное день рождения. Вот мы выступали, но... Такие развалины, как у нас, да? Там была стройка, да, откровенно, эти газоблочный дом. Я как-нибудь выложу, у меня пока руки не дошли до монтажа. Примерно такая картинка, то есть мы выступали там, мы поставили там примерно 2 киловатта звука, свет у нас там был, с мониторными наушниками, все как положено, то есть прям как настоящая группа. Вот если так взять в среднем, ну где-то у нас, наверное, в год... может, 4 раза мы выступаем, где-то, в лучшем случае 5. В этот раз вы приехали, смотрю, без вашего коллектива, да? Табора, да? Да, вот только... В прошлый раз и с барабанами тут. Было, да, ну ребята не смогли. Почему ребята не приехали? Почему ребята не приехали? Да. Ребята, почему вы не приехали? Ребят, почему не приехали? Пишите в комментариях. Да, по крайней мере, в прошлый раз-то какой нежданчик был, когда ты прикатил, да? Да, мы их удивили. Вот, даже я это знаю, увидел. Видишь, я смотрю за тобой, слежу. Все хорошо. Хотелось бы очень, чтобы мы смогли собраться, вот все творческие люди, посидеть на берегу, попеть, поорать песни у костра.
замечательно. Еще если аэропорт запустят, не если аэропорт запустят, будет вообще замечательно. По крайней мере, обещаю. Ну да, все движется, на самом деле движение идет. Ну что, кому привет передашь? Родителям, в первую очередь, я им скину ролик, как только он выйдет, пусть посмотрят обязательно. Завтра? Завтра точно, да. Всем коллегам, кто увидит меня на канале Сереги Сухумского, друзьям, всем, кто посмотрит, Кириллу, еще раз Кириллу, Тимуру, да. У нас просто два Кирилла, это сила. И Диме тоже, если он посмотрит, Дима басист наш. Он, кстати, тоже в этом году был в Абхазии, но там, ну, в той же гостинице, где мы отдыхаем. Ну и да всем, кто меня узнал, всем спасибо, что... А наши телезрители тебя знают все. Конечно, значит, всем Серегиным зрителям, всем 15 тысяч у тебя уже, да, там? Человек. 7-15 тысяч подписчиков. Большой привет от меня. А еще ВКонтакте, еще сколько. Так что... От всей души, друзья, спасибо, что смотрите Серегу. Я иногда почитываю чат в эфирах, там про меня кто-то что-то спрашивает. Спасибо тем, кто... На самом деле смотрит. Мы, как всегда, с презентами. Это наш уфимский презент. Красивенький пакет. Пакет с пакетами. И вот, принимай подарок. Спасибо. У нас, кстати, тоже, значит, есть презент. Блин, только Алинке, сейчас я позвоню, она вынесет. Мы подождем, ничего страшного. Спасибо большое. Такой котик. Там, в общем, наше башкирское пиво «Шихан». Оно, вот мы когда я сделаю, может быть, даже обзорчик, сравнения Шихана и сухумского пива, они чем-то где-то вот пересекают, похожи, да, горечью вот этой вот. Конечно, здесь сухумское пиво, оно на горной воде, оно совсем другое на вкус, но в какой-то момент мы какую-то параллель увидели в этих напитках, да, поэтому... Прикольно. Да. Здесь Шихан. Так, достань бутылочку, покажи. Вот Шихан. Из Башкирии прям. Шихан – это вообще гора у нас в Башкирии, где-то в 130 километрах от Уфы есть Шиханы. Это такие вот горы. Да что смотреть, зайдите на мой канал, там есть ролик про Шихан Таратау. То есть прям вот один из Шиханов такой туристический. Далее. Чак-чак, обязательно наше национальное блюдо. Чак-чак. Ну, прямо спасибо. Да, и тоже наша национальная вкусная штука – башкирский мед. Знаменитый. Да. Лечитесь на здоровье. И не болейте. Да. Вот. Хороший компот. Да. Ну и то там это так, на Новый год. Кстати, нам понравилось такое вино. Тоже прикольно. Надеюсь, и вам понравится. Ребят, вам огромное спасибо. Очень приятно. Я вообще рад, что мы познакомились. Матвей, от души вот спасибо тебе, дорогой. Потому что... Надо снимать. Да. На самом деле, творческие люди, они интересны во всем. Вот. Вам новых творческих вершин. Но мы пойдем куда? Работать. Мы отдыхать. Дальше поедем отдыхать. Наконец-то мы оказались в том самом месте, которое почти каждый день видим на канале Сергея Сухумского. То самое место, которое на расстоянии позволяет нам увидеть немного лета, немного солнца и моря. Традиционно нельзя было пройти мимо самого заметного места на территории гостевого дома Алисер. Место возложения камней и загадывания желаний. Исторический момент. Да. Да, дорогие друзья, Матвей Ядренкин загадал желание. Ядрен Матвейкин. Матвей, спасибо вам. Сереж, тебе спасибо большое за гостеприимство. Творческих успехов. Спасибо. И приезжайте. Абхазия ждет. До свидания. Пока, Сереж.
Ну что, грустно, как всегда. Я напоследок еще снимаю. И вам тоже всего хорошего. Она у нас рычит вот так вот. Как зверь. Там пальма есть. Нормально. Это была наша третья встреча с Сергеем Сухумским, и я очень рад знакомству с этим интересным и добрым человеком. Но нам пора отправляться дальше. Друзья, последняя локация на сегодняшний день, такой насыщенный и приятный, это красивый вид на город Сухум. Как тебе сегодняшний наш насыщенный день? Сегодняшний день. Конечно же, мы сделали половину ровно того, чего хотели. Мы побывали в Ишере, искупались в море, наконец-то за 3 дня. Сегодня обещали дождь, но, как видите, у нас солнце, хорошая погода. Съездили к Сухумску. Смотрите наш ролик у него, и наш ролик, и ролик Сухумского. Привет ему еще раз. Завершаем свой мини-отпуск. Мы брали в аренду машину, и сегодня у нас крайний день. И завершаем мы свои поездки на смотровой городу Сухум. В том году еще она была не отреставрирована и шел ремонт. Здесь шли штукатурные и малярные работы. И вот в этом году мы приехали сюда. Вот такой красивый вид. И открывается вот такой красивый смотровой. Здесь все отреставрировано, балкончики. Тут можно пофоткаться. Получилось такое классное пространство. Спасибо. Как тебе сегодняшний день? Ты про это, что ли? А я думала опять снимать, опять камеру брать в руки. Нет, теперь я держу камеру в руках и сниму. Хорошо. Мне очень понравился сегодняшний день. Сегодня было все очень интересно. Я познакомилась с Сергеем Сухумским. Очень интересная личность для меня. Блогер с Мочары. Очень нравится этот вид. Хотела тут пофоткаться. Вот будут фоточки новые. Что еще понравилось? Сегодня наконец-то искупались в море впервые за несколько дней. А то у меня уже истерики были из-за того, что не купалась. Сегодня я искупалась. Завтра еще пойду купаться. Ну, вообще все прикольно. Мне все нравится. Еще раз хочу сюда приехать в ближайшем будущем, надеюсь. Все. Спасибо. Как тебе, в принципе, вообще в Абхазии и сегодняшний день? И покатушки наши джиповские? Ну, конечно же, мне понравилось абсолютно все. Не может такого быть, чтобы что-то здесь не понравилось. Если не брать во внимание, какие-то отдельные моменты. Бабуседу, там, и там кафе «Лебедь», я не знаю, что еще привести в пример. Разбитая коленка, вот, например, после водопадов. Это все ерунда по сравнению с тем, что мы провели здесь уже несколько дней, большую часть отпуска. И это круто. Круто, что мы взяли машину. Она дала нам возможность съездить в очень интересные отдаленные места. И
И сегодняшний день, он такой лайтовый для нас вышел наконец-то, в отличие от предыдущих дней. И сегодня вот мы познакомились, с Сухумским, про которого только слышали до этого. Сегодня увидели. И вот завершаем день вот таким вот видом смотровой Сухума. Поэтому тут других слов у меня нет. Спасибо. Что говорить, я не знаю. За меня уже все сказали. Там Сухумский, Абхазия, все классно. Что говорить-то еще? Новая фон, Гудауд, Сухум, Ачимчирский район. Ну что тебе надо, учить, что ли? Ну вот, класс. Спасибо. Тебе понравилось? Да, мне понравилось. Ну и я еще напоследок пару слов вам, друзья, скажу. Да, шикарная смотровая, очень классно ее отреставрировали. Я очень рад, как она выглядит сейчас. Есть подсветка. Скорее всего, она будет очень красиво выглядеть, когда она будет светиться ночью. И здесь мы слышим только интершум города. И это так хорошо, так спокойно. Потому что весь практически отпуск нас преследуют проклятые колонки с музыкой. Везде. На форелевом хозяйстве колонка с музыкой. Везде, постоянно колонки с музыкой. Бесячие. А здесь тишина. Практически. За исключением машин. Сейчас поедем в гостиницу. На этом закончилось наше интересное и насыщенное автопутешествие по Абхазии. Пришло время вечерних посиделок, песен под гитару и, конечно же, приготовления того самого шашлыка, который мы мариновали еще вчера на термальных источниках. Спасибо, дядя Сережа, за вкусный компот. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал и на наши социальные сети, если вы этого еще не сделали. Спасибо всем за поддержку. Продолжение следует. Ждешь с нетерпением лета, когда хочешь окунуться в море. Как всегда мы купили билеты, спасибо победе, долетели с комфортом. Юбилейный выезд на море, 10 лет приезжаем в Сухумы. Эвкалипты, пляжи видим мы вскоре. Эти горы, Абхазия. Мы кидаем монету в море, увидимся вскоре. Мне грустно, но это всего лишь на год. Абхазия. Этот закат у нас на повторе, и в наших сердцах он будет звучать, как шум прибоя. Глядя
на победе. Да, это лоукостер. Кому-то нужен бизнес-класс, а для нас даже это вполне сносно. Долетели отлично, встречный трансфер, это прилично. Граница дорога первого асфальт, и кажется, хочет и все как обычно. Черное море, гадкое сухому тире. Всем привет из Башкирии, финский источник, красивый пляж. Обычный месяц, у нас репортажи, новый iPhone. В щеле крепко, сивый мир, по дороге не ехать. Вино водопада, причала, брикал. Я по всему так скучал. Абхазия, мы кидаем монету в море, увидимся вскоре. Это всего лишь народ. Абхазия, этот закат у нас на повторе. В наших сердцах он будет звучать, шум прибоя. Чисто акустический. Вот наша аудитория. Ребята, давайте выпьем за Абхазию, потому что этот берег мне тоже. Давайте.